Чё ты вот несешь, Саврамат? Привет, дорогие друзья, с вами Саврамат. Ко мне на канал приходит много вопросов, которые не хотелось бы оставлять без ответов. И сегодня мы начинаем новую рубрику «Вопросы истории», в которых я постараюсь давать развернутые ответы в краткой форме на то, что вас интересует. И начнем мы с истории забытой степной империи Ногайской Орды. Монгольские завоеватели уничтожили кипчакскую знать и перетасовали степные племена, разверстав простых кочевников по своим военно-родовым подразделениям. Это запустило сложные этнические процессы, через 200 лет приведшие к возникновению в Великой Степи многих современных народов. В числе других этносов возник и народ нагаев, но у него была особая судьба. Он стал основателем ныне забытой степной империи, предком народов, ныне зачастую старающихся забыть свое происхождение и присвоить его историю. Как писал советский историк Сафар Галиев, будем ли мы изучать распад Золотой Орды, образование московского государства, борьбу русского народа с татарским игом, историю крымских и поволжских татар, башкиров, узбеков, казахов и каракалпаков, мы всегда будем сталкиваться с историей Ногайской Орды, без изучения которой многие вопросы для историка будут непонятны. Исходной точкой этногенеза нагаев стало переселение части монгольского племени мангутов, храбрых сподвижников Чингисхана, в Среднюю Азию, где они кочевали в XIII – первой половине XIV веков, в верховьях Сырдарьи, во владениях Чагатая и его наследников. Поверстав в свои роды местных кочевников, мангуты вскоре перешли на тюркский язык и отюречились. Аграрное перенаселение Мавераннахра и экологический кризис, связанный с изменением климата в XIV столетии, вынудили мангытов в период ослабления власти золотоордынских ханов переселиться в 1360-е годы в Междуречье между Яиком и Эмбой. Здесь, к концу XIV века, благодаря деятельности последнего великого Беклеребека Золотой Орды Едигея, происходившего из мангытов, сформировался мангытский юрт – ядро будущего народа. В то же время, благодаря принятой в Монгольской империи практике выделения части всем улусам в завоеваниях и военной добыче, другие роды мангутского происхождения оказались в Западной Сибири и на Нижнем Днепре. «Днепр, дей наш коч, твои татаровы по Днепру не кочевали», говорили ногайские мирзы крымскому хану в 1546 году. Впоследствии потомки этих родов войдут в большой ногайский этнос. После гибели Едигея мангытские правители, носившие титул бий, какое-то время подчинялись ханам-чингизидам, боровшимся за власть на обломках Золотой Орды, формально продолжая числиться в составе Кок-Орды и ее наследницы, ханства кочевых узбеков Аль-Бухаира. Пока в середине 15 века правнук Едигея Муса не добился независимости, распространив кочевье Ногайской Орды до Волги. Нагаи помогали Ивану III громить Большую Орду, а в 1481 году ногайские всадники во главе с номинальным ханом Иваком, чингизидом из Сибири, разбили и убили хана Ахмата, отступившего от реки Угры. В начале XVI века московский посольский перечень татарским землям имена считал нагаев наравне с Большой Ордой, Крымским, Казанским и Астраханским ханствами и Сибирским юртом. Но так как нагаи управлялись биями, потомками Едигея, а не ханами-чингизидами, их считали казаками, людьми без начальства. В 1519-1520 годах казахский хан Касим нанес сокрушительный удар по Ногайской Орде, захватив кочевье нагаев до самой Волги. Спасаясь от казахского нашествия, нагаи массами перешли в Волгу и искали спасения у своих крымских родичей мангытов. Многочисленные ногайские беглецы так усилили Крым,
что крымский хан в 1521 году смог впервые совершить поход на Москву, о чем ранее он не мог и мечтать. После смерти Касим-хана в 1523 году нагаи вернулись за Волгу и взяли реванш, полностью разгромив казахов и загнав их за Иртыш и в Семиречье. В связи с восстанием нагаев узбек-казаки не могли больше оставаться в Дешт и Кипчаке, констатировал монгольский историк XVI века Мухаммед Хайдар. Вслед за этим они повернули мечи против крымского хана и убили в Астрахани Мухаммед-Гирея I, а затем взяли Перекоп и подвергли Крым страшному опустошению. Российский историк Вадим Винцерович Трепавлов пишет: триумфальной победой в 1520-х годах над Крымским и Казахским ханствами вновь превратили нагаев, как и во времена Мусы, в хозяев Дешта Кипчака. Смертельный ужас перед заволжскими кочевниками испытывали ныне гиреи, заискивала перед бесчисленными нагаями Казань. В 1536 году казахи вновь потерпели сокрушительное поражение от нагаев. В Сече погиб их хан Тугум и 37 царевичей султанов. Нагаи даже поставили марионеточного хана казахам, который одновременно считался формальным сюзереном Ногайской Орды во всем покорном ногайским биям. Могущество Ногайской Орды отразилось и в изменении ее статуса. Если брат Мусы, Емгурчи, в начале XVI века признавал себе Ивана III отцом и дядей, то правитель нагаев Саид Ахмед в середине 1530-х годов обращался к Ивану IV как к брату и пытался требовать с него ордынский выход и подарки, какие всем царям казну даешь. Нагаи контролировали степь от Крыма до Иртыша и Сырдарьи, взимая дань с Астраханского ханства, вмешиваясь в дела Казанского ханства и подчинив себе Башкирию. Повернись история по-другому, и мы в 20 веке имели бы дело не с Казахской, а с Ногайской союзной социалистической республикой, а затем с Ногайстаном. Но вышло иначе. Притязания ногайских правителей, не бывших чингизидами, на господство в Великой Степи и ногайское великодержавие вызвало недовольство окрестных держав. В первой половине 1550-х годов в результате трехлетней засухи и зимних джутов погиб весь скот. В среде нагаев началась междоусобная борьба, следом пришла эпидемия чумы. До 40-50% населения вымерло, и нагаи стали откачевывать на Северный Кавказ. В 1547 году крымцы, применив турецкую артиллерию и огнестрельное оружие, разгромили нагаев в битве у Перекопа. Завоевание Москвой, Казани и Астрахани разрезало кочевье нагаев надвое. Кочевавшие на правом берегу ногайские орды во главе с Нураддином Исмаилом, извлекавшие немалую выгоду из торговых связей с Россией и подарков царя, стали ориентироваться на Москву, в то время как заеицкие нагаи сближались с Бухарой и среднеазиатскими владетелями. В середине XVI века Ногайская Орда распалась на две части. Обезлюдевшая Большая Ногайская Орда получила помощь из России и в целом попала под русское влияние, а Малая Ногайская Орда, сложившаяся в прикубанских степях, ориентировалась на Крым. Усиление русского присутствия на Волге, подъем казачества вызвал противодействие ногайских мирцев. При бии у Руси большие нагаи стали враждебны России. Ногайская конница приняла участие в походе крымского хана Девлет-Гирея I на Москву в 1571 году. В ответ русские построили крепости на Волге – Саратов, Самару, Симбирск и другие – и демонстративно возвели в центре Башкирии крепость Уфу. На Яике, исконно ногайских землях, появилось яицкое казачество. В 1572 и 1581 годах казаки дважды разгромили столицу нагаев, город Сарайчук в низовьях Яика. Ногайский бий-урус пытался выбить казаков с Яика, но в 1586 году потерпел поражение в попытке взять яицкий городок. В результате казачьей агрессии Большая Ногайская Орда
в конце XVI века вынуждена была отойти от Волги за Яик. Но окончательный удар большим нагаям нанесло вторжение калмыков, вытеснивших нагаев сначала за Волгу, а затем настигших их и там. Калмыцкое нашествие имело роковые последствия для исторических судеб Большой Ногайской Орды, пишет русский историк Вадим Винцерович Трепалов. Народная память связала ее окончательное крушение именно с калмыками. Русское правительство, наладившее союзные отношения с калмыками в борьбе против Крыма, не видело смысла защищать Больших Нагаев. В 1638 году последний правитель Больших Нагаев, Канай, умер в русской тюрьме. Немногочисленные нагаи, оставшиеся на территории Казахстана, со временем вошли в состав казахского этноса, с которым они были близки по происхождению и языку. Задолго до этого все большее количество нагаев уходило из гибнущей Орды на правый берег Волги, переселяясь в крымские пределы. Нагаи расселились по всему степному пограничью Крымского ханства от Кубани, где сформировалась Малая Ногайская Орда, до Дуная, где кочевала Орда Эдисан. Все нагаи помнили о своем происхождении и, несмотря на враждебность Малой Орды к Большой, сохраняли представление о своей принадлежности к великому народу Хакимов, Дешт и Кипчака. Но судьбы правобережных нагаев и нагаев, оставшихся в Заволжских степях, непоправимо разошлись. Малая Ногайская Орда, она же Казыев Улус, Гази-Улс по имени первого правителя, и Малый Ногай, Кучук-Ногай, долгое время сохраняла память о происхождении от своих предков, рода Мангыт, Китай, Кара-Кипчак, Кереит, Уйшун и другие, и лишь к концу XVIII века полностью перейдя на обозначение общин через имена их первых правителей – Касай, Мамай, Наурус и другие. Малые нагаи кочевали в степях Ставрополья, на поле меж Черкас и Азова, по Манычу и по Куме, по данным русских послов. Они были враждебны России из-за донских казаков и поддержки Москвой черкесов на Северном Кавказе. Иван Грозный даже женился на Марии Темрюковне, черкесской княжне. Малая Ногайская Орда, подвергавшаяся ударам донцов и истощавшаяся в междоусобицах с большими нагаями, перебиравшимися из-за Волги на крымскую сторону, служила крымским ханам и участвовала в крымских делах, постепенно слабея, пока в 1640 году последний малоногайский бий не умер. В мае 1640 года Мирза Султанаш сказал русскому послу Белосельскому, что в Ногайской Орде было 4 высших поста – Бий, Нурадин, Тайбуга и Киковат, а ныне те чины извелись и Ногай иссяк. Осколки больших и малых нагаев в XVII веке рассеялись на огромном пространстве Великой степи от Дуная до Сыр-Дарьи, образовав улусные орды. Крупнейшими из них были Едисан, 7 родов, Едишкуль и Буджак. Из кочевников Ногайской Орды сформировался этнос каракалпаков. Все они сохранили память о пребывании в степной Ногайской империи. На Северном Кавказе прямыми потомками нагаев являются дагестанские нагайцы. Сделал я это видео и вот что подумал. А как так получилось, что такая могущественная орда, которая диктовала свою волю всем соседним ханствам и на равных разговаривала с русским царем, так быстро развалилась? Здесь 2 вещи, которые бросаются в глаза. Первое – это нерешительная политика Бия Юсуфа, который в середине 1550-х годов возглавлял Ногайскую Орду. Ногайцы не вмешались в завоевание русскими Поволжья, что обрушило сразу всю систему сдержек и противовесов в послезолотоордынских юртах, когда ханства друг другу уравновешивали, и в целом была такая система гомеостаза в Великой степи. Русские, захватив 2 юрта, Казань и Астрахань, они
изменили полностью всю геополитическую картину, а Ногайская Орда оказалась рассеченной надвое, и уже дальше уже что-то было делать поздно. И после этого еще чудовищный голод, который наложился на историю Ногаев, потому что гибель половины населения, даже во время Черной смерти погибало меньший процент населения, чем во время этого голода. И, конечно, Орда была невероятно ослаблена. И впоследствии ногайские мирзы объясняли крымским ханам, почему они пошли в подданство России. То, что, говорит, пока мы были бесконные, мы помощь от русского царя принимали и служили ему, а сейчас мы осильнели, и мы готовы против него подняться. Хан их обвинял в том, что вы что же вы там с русскими-то? Закорешились с царем, шерсть ему дали, союз заключили, в подданство пошли, а теперь ко мне проситесь. Был такой момент, 1570-е годы, когда Москва стояла на коленях, когда татары жгли Москву, и в битве при Молодях решался вопрос, а не будет ли нового монголо-татарского ига над русской землей, крымско-татарского. Но ничего не получилось. То есть получается, что, да, вот так вышло. И так бывает. И на самом деле климатические катастрофы, засухи, голод оказывали огромное воздействие на историю государств. В истории России мы с этим столкнемся, когда будем анализировать причины смуты начала XVII века. Пока.